Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире передача «Якутск сегодня». Она выходит одновременно на телеканале НВК Саха и на радио Татим Саха Раджета. За режиссерским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов. У микрофона ведущая передачи Любовь Саровацкая. Тема сегодняшнего нашего эфира – что такое инфраструктурный сбор и как он поможет в сфере образования в городе Якутске. Город Якутск стремительно растет по численности населения. С начала 21 века население увеличилось в 2 раза. Со 195 тысяч населения в начале 2000-х годов до 390 тысяч в 2025 году. В городе растут новые жилые кварталы. При этом социальная сфера, такие как школы, детские сады, больницы, строятся не так быстро, как хотелось бы. Для того, чтобы разобраться в сути вопроса, мы пригласили в нашу студию заместителя главы Антона Анатольевича Алексеенко, который курирует строительный блок, и Людмилу Александровну Кулагину, завуча 31-й школы, члена Общественной палаты столицы. Во время беседы мы постараемся выяснить, как именно будет работать инфраструктурный сбор, какие изменения он принесет в жизнь горожан. Итак, давайте начнем. Антон Анатольевич, давайте начнем с самого главного. Что такое инфраструктурный сбор и для чего он нужен? Да, здравствуйте, Любовь. Инфраструктурный сбор, как следует из названия, это, собственно, мера, направленная на формирование дополнительного бюджета для создания социальной инфраструктуры. То есть это платеж или взнос для того, чтобы более быстрыми, более интенсивными темпами создавать социальную инфраструктуру. Школы, детские сады и другие объекты, по которым есть необходимость. Сейчас речь идет не о бюджетных инвестициях, не об участии федерального или регионального бюджета, а как раз-таки о софинансировании со стороны застройщиков, со стороны инвесторов. Как раз-таки он направлен на то, чтобы создавать дополнительные ученические места в частности. Угу. Людмила Александровна, теперь вопрос к вам. И какова сейчас ситуация в школах нашей столицы? Добрый день. Если смотреть по федеральным нормативам, то все школы должны учиться в одну смену и в классах до 25 детей. На сегодня у нас в городе Якутске функционирует 54 школы, и их проектная мощность где-то около 29 тысяч, а фактически обучается почти 57 тысяч школьников. Поэтому проблема переполненности для нас в данный момент стоит очень остро. Антон Анатольевич, давайте вернемся к инфраструктурному сбору. Скажите, пожалуйста, это инициатива окружной администрации города или это все-таки федеральные нормативы? Сказать, что это федеральные нормативы, конечно же, нельзя, и в большей степени, наверное, это не инициатива, а необходимость. На сегодняшний день, как мы знаем, в городе Якутске существует серьезная переполненность образовательных учреждений. Несмотря на то, что довольно ударными темпами, можно сказать, за последние годы создаются новые ученические места, довольно большое количество объектов реализовано, за 5 лет их 14, почти 5,5 тысяч ученических мест создано, но тем не менее мы видим, что с каждым годом учеников в первые классы идет все больше и больше. И в первую очередь в интересах граждан, в интересах учащихся мы должны стимулировать темпы строительства именно социальной инфраструктуры. На сегодняшний день, несмотря на реализацию национальных проектов, инициированных президентом, несмотря на поддержку со стороны республики, на абсолютно разные механизмы, по которым школы строились в последнее время и продолжают строиться, это и национальные проекты, это и государственное частное партнерство, и концессионные соглашения. Тем не менее, город Якутск растет очень и очень быстро. За последнее время, за последние 5 лет прирост населения почти 50 тысяч человек. Каждый год в школы идет все больше и больше детей. И в этой ситуации мы просто не можем оставаться в тех реалиях, в которых двигались в последнее время. Темпы жилищного строительства растут. Мы в этом направлении тоже очень серьезно работаем. Мы понимаем, что стройка – это двигатель экономики города Якутска. Практически каждый 5-й рубль в валовом городском продукте, он так или иначе связан со строительством. Но строить дальше, не обеспечивая социальной инфраструктурой новые микрорайоны и в особенности осуществлять застройку точечного характера в уже и так нагруженных
городских районах, в центре, без обеспечения социалкой мы, к сожалению, сейчас не можем. И в целом эта повестка не только нашего с вами города, данная проблема есть в довольно большом количестве субъектов, с ней столкнулись и Новосибирск, и Омск, и другие города, и Пермь. И на сегодняшний день вот наша задача найти выход из этой ситуации. Более того, что касается непосредственно исполнения нормативов, да, по-простому говоря, есть нормативы градостроительного проектирования, есть норма обеспеченности, да, по-простому говоря, да, на каждую 1000 людей, которые будут жить в новом жилом комплексе, да, в новом жилом массиве, нужно обеспечить дополнительно 150 ученических мест. К сожалению, на сегодняшний день мы пока не догоняем эту норму обеспеченности, и это требование также нашло отражение и в актах реагирования со стороны надзорных органов, поэтому мы здесь обязаны найти механизм, способ, как нам дополнительно привлечь средства и стимулировать развитие социальной инфраструктуры. Скажите, а как будет определяться размер инфраструктурного сбора и вообще какой мы ожидаем эффект от этого сбора? Ну вот смотрите, как я уже сказал, да, есть норма обеспеченности. Если мы строим жилой массив, да, какой-то жилой комплекс на определенное количество граждан, то мы должны обеспечить такое количество ученических мест, которые мы создадим. Соответственно, мы посчитали, исходя из норм обеспеченности, сколько величина этого инфраструктурного сбора может составить на 1 квадратный метр вводимого жилья. Соответственно, далее предлагается заключать соглашение с застройщиками об поступлении в бюджет дополнительно этих средств, которые целевым образом через реализацию муниципальных программ будет направлено на создание дополнительных ученических мест. Это может происходить разными способами, как строительство новых школ, если есть подготовленная территория для этого, да, как строительство пристроев, да, мы понимаем, что в центральной части города больших свободных участков нету, но есть возможность идти путем пристроев, как это было сделано в 26-й школе, как это было сделано в 31-й школе, в 5-й школе и других. Также мы предполагаем, что эти средства должны быть направлены в обязательном порядке на проектирование новых объектов, чтобы была возможность участвовать в привлечении средств федерального бюджета и на инженерную подготовку территории. Очень большое количество инженерных сетей у нас по городу, нужно проводить мероприятия по их выносу, структурированию и готовить площадки для создания новых объектов образования. Средства инфраструктурного сбора, я еще раз подчеркиваю, они исключительно целевым образом в рамках соглашения с застройщиками, да, будут направлены только на создание социальной инфраструктуры. Тогда получается, вот, например, новый микрорайон Звездный у нас, да, на ДСК, там тоже предполагается строительство школы, да? Ну, если говорить о микрорайоне Звездный, это на самом деле удачный пример социальной инфраструктуры. Там изначально, поскольку он реализуется с правильным подходом по механизму масштабного инвестиционного проекта, вот в нем обеспеченность социальной инфраструктуры хорошая. Там и строится детский сад сейчас, и 2 школы, одна уже на стадии завершения, можно сказать, одна будет построена, когда будет реализован квартал Б, плюс спортивный объект есть. Вот Звездный — это пример правильного планирования. Тогда неправильно, это 203 и 202, наверное, да? Совершенно верно. Это вот не очень удачный пример. Там норм обеспеченности социальной инфраструктурой нет от слова совсем. Если вот взять в качестве примера вообще в целом Губинский округ, да, там у нас из-за того, что там очень высокая плотность населения, много жилого массива, да, там переполненность образовательных учреждений, в частности школ, наверное, самая высокая в городе. И вот одним из приоритетных направлений, да, которые мы предполагаем после ввода при утверждении инфраструктурного сбора, это создание дополнительных ученических мест, в том числе и в Губинском округе. Там у нас есть переполненная гимназия, центр глобального образования, есть переполненная довольно старая 21-я школа, где со всех сторон есть жилой массив. Вот там точечно нам необходимо работать. Ну и тогда, немножко забегая вперед, какие конкретные проекты предполагаются реализовать конкретно благодаря вот данным сборам? Ну вот смотрите, как я уже сказал, да, на сегодняшний день мы ведем проектирование дополнительных мощностей гимназии ЦГО. Это вот наша одна из самых таких основных задач, да, вот при осуществлении инфраструктурного сбора, при наполнении определенного количества средств мы бы в первую очередь как раз
смогли обеспечить строительство пристроя к ЦГО, либо к 21-й школе. Там тоже есть необходимо провести мероприятия по инженерной подготовке территории, снятию обременений. Как раз вот эти средства, они бы нам очень сильно помогли для решения локального, точного вопроса по переполнению школ. Я вот недавно слышала, что сейчас разрешение на строительство не выдается. С чем это связано? Ну вот, как я уже сказал, да, на сегодняшний день мы сталкиваемся с определенной нехваткой ученических мест. Там, где у нас реализуется комплексное развитие территории договора КРТ, ДРЗТ, там мы разрешение на строительство выдаем, и там застройщики работают без каких-либо сложностей. Но когда речь идет о точечной застройке, в том числе центральной части города, где уже сейчас есть переполнение, мы вынуждены ограничить выдачу разрешений на строительство. Это, конечно, сделано не от хорошей жизни. Мы понимаем, что нам нужно стимулировать темпы жилищного строительства, реализовывать программу переселения. И в целом, как я уже сказал, стройка — это драйвер от экономики нашего города. Но в обязательном порядке мы должны соблюдать норматив по обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. Вот именно для этого, для того, чтобы стимулировать развитие жилищного строительства, мы сейчас в обсуждении предлагаем механизм инфраструктурного сбора, чтобы ускорить процесс. Людмила Александровна, теперь вопрос к вам. Да, ну, я вот, допустим, как родитель двух учеников, двух разных школ, да, знаю, что дети учатся в переполненных классах, в 2 смены. Как вот данные факторы влияют на качество обучения наших детей? Ну, здесь, конечно, мы создаем все условия для того, чтобы качество образования никоим образом не пострадало, а вот в том, что не в полном объеме учителя могут реализовать индивидуальный подход, например, на уроке образования, или приходится в процессе подготовки к уроку пересматривать процедуры оценивания на уроке, это присутствует. Ну вот, насколько я знаю, 31-я школа, как, наверное, счастливчики, да, вам был построен пристрой, как бы увеличились ученические места, да, вот норматив вашей школы сколько, да, и сколько сейчас обучается детей? Ну, к сожалению, с вводом пристроя мест у нас не добавилось, потому что изначально у нас наша мощность проектная была 1400 мест, а на самом деле у нас 2400 учеников обучается. Сейчас, если быть точным, 2384 ученика у нас обучается. При вводе пристроя у нас улучшились условия, соответственно, которые нам помогают обеспечить качественное образование. Это да. А вот, например, там совсем недалеко от 31-й школы, там на перекрестке Аюнского Каландрашвили, по-моему, построили очень большой такой высотный дом, по-моему, даже на 500 квартир. У нас с 2 сторон у нас так точечно большие дома построили, и, конечно, да, приток мы ощутили, и мест не хватает. Есть классы до 40 человек. Ну вот, допустим, моя дочь учится в Центре глобального образования, да, у них в классе 42 ребенка. Мой сын учится в 31-й школе, в переполненном классе. И тогда ваши отношения вот к инфраструктурному сбору, как вы думаете, сможет ли помочь для того, чтобы обеспечить необходимым количеством школ в нашем городе? Ну, это очень хороший проект. Антон Анатольевич сказал уже, что как бы все подготовительная работа и проектная работа будет на эти средства реализована. Это очень большое подспорье, и нам, наверное, столько же школ надо построить, сколько у нас и сейчас есть. Но такие шаги, естественно, положительно мы только относимся к реализации таких проектов, потому что они как никогда решат ту проблему, которая сейчас у нас стоит. То есть я правильно понимаю, да, сейчас тогда не разрешена точечная застройка в центре города, правильно же? Да, все верно. Сейчас мы ограничиваем выдачу разрешения на строительство в тех кварталах, в тех районах города, где есть переполнение школ. Ну, таких на самом деле у нас довольно много, да, это практически вся центральная часть города. На сегодняшний день мы вынуждены временно ограничить и приостановили выдачу разрешений по 6 объектам точечной застройки. Пока мы не найдем способ
скажем так, стимулировать развитие социальной инфраструктуры, будь то, допустим, вот как мы сейчас обсуждаем инфраструктурный сбор, который подтолкнет возможность строительства еще быстрее, да, то мы вынуждены будем пока ограничивать точечную застройку. Как я уже сказал, у нас есть и предписания со стороны надзорных органов, и со стороны Роспотреба, я знаю, есть требования к образовательным учреждениям в части недопущения переполнения классов и создания неблагоприятных условий для обучения. А вот, допустим, вот существующие школы уже в центре города, где нет, например, места к пристрою, а ввысь их можно строить? Ну, это вопрос на самом деле дискуссионный. Есть определенные строительные нормы и правила, да, и по большому счету мы сейчас ограничиваем строительство объектов социальной инфраструктуры, ну, объектов среднего образования, допустим, 3 этажами, да, но на 4 этаже может спокойно размещаться вспомогательные помещения, класса для старшего звена, но через получение специальных технических условий, да, через разрешение, грубо, по-простому говоря, через разрешение пожарников, да, пожарных, можно через специально разрабатываемую часть проектной документации увеличивать этажность. Но это довольно сложный процесс, но в принципе, да, это возможно. А вот какой механизм реализации инфраструктурного сбора будет предусмотрен и как будет осуществляться за ним контроль? Что именно вот поступившие средства от инфраструктурного сбора пойдут именно на строительство школы? Да, ну я вот объясню, как мы предполагаем это будет выглядеть. Да, заключается соглашение между застройщиком и органом местного самоуправления, высчитывается та нагрузка на инфраструктуру, которая создается путем строительства, да, нового жилого комплекса, по-простому говоря, сколько квадратных метров жилья будет введено, в соответствии с утвержденной методикой, с определенными правилами считается величина нагрузки, да, то есть величина инфраструктурного сбора, и по этому соглашению средства поступают в муниципальный бюджет. Далее они путем учета доходов, значит, как мероприятия обозначаются в муниципальной программе. То есть мы сразу говорим, что мы будем на эти деньги, допустим, там, строить пристрой вот к этой школе. Начинаем его проектировать, получаем положительные заключения экспертизы и далее софинансируем это мероприятие из местного бюджета, из республиканского или федерального бюджета, какая возможность у нас будет. Мы же говорим, что нагрузка, вернее, софинансирование на создание объектов инфраструктуры от этого сбора, да, не покрывает всю потребность. Мы полностью не перекладываем наши прямые обязательства на застройщика. Да, мы просим его участвовать, да, для того, чтобы развивать наш город совместно. И далее уже проектируем и строим объект, допустим, пристрой, или если у нас есть свободный земельный участок, готовый, да, и учтенный под объекты среднего образования, строим там школу. Понятно, что это будет не быстрая мера в плане того, что если у нас сейчас 27, да, мощность образовательных учреждений 27 тысяч мест, да, а в школу ходят 57 учеников, да, там за год или за 2 невозможно полностью преодолеть эту ситуацию, но и оставлять так нельзя. Безусловно, нельзя оставлять. Да? Нам нужно принимать меры, не бездействовать для того, чтобы эту ситуацию переломить. Начиная с создания отдельных образовательных учреждений или там пристроев, или сначала разработкой проектной документации с привлечением дополнительных средств на софинансирование этих мероприятий. То есть это дополнительный стимул к созданию обеспеченности в рамках нормативов. Ну, мне кажется, вообще вся страна не была, наверное, готова к бэйби-буму, да, когда вот стали выдавать материнские капиталы. Вот с этого времени, мне кажется, вот где-то с конца нулевых. По прогнозу, это около 80 тысяч у нас в 2030 году будет в школах. В 30-м году. Да. Это, наверное, в школах по прогнозам, да, детских садах. Да, в детских садах. Это вот вместе. Помнится, как-то в какое-то время даже вводилась практика, что уходили в 3-ю смену. Давайте, дорогие гости, уважаемые телезрители, мы буквально несколько минут прервемся на рекламную паузу. Оставайтесь с нами, тема довольно-таки интересная и важная.
Уважаемые радиослушатели и телезрители, напомним, что в эфире сейчас идет передача «Якутск сегодня», и тема сегодняшнего разговора у нас касается, что такое инфраструктурный сбор и как он поможет в сфере образования нашей столицы. Напомню, что у нас в гостях заместитель главы города Якутска Антон Анатольевич Алексеенко, который курирует строительный блок, и Людмила Александровна Кулагина, завуч 31-й школы, член Общественной палаты столицы. До перерыва на рекламу мы говорили о том, что к 2030 году прогнозируется 80 тысяч детей, но это совокупности детские сады и школы, да, ну, понятное дело, что строительство школ и детских садов у нас хорошими прямо темпами вот за последние, наверное, 5 лет все, наверное, заметили, да, и школы построились, и пристрои, и капитальные ремонты в школах проведены. Я вот хотела сказать до ухода на рекламную паузу о том, что когда-то был, ну, по-моему, даже 3-ю смену вводили, да, в школах. Ну, это было очень давно, но поднимали смены немного, но это не массово было, это точечно, и, возможно, на время ремонта что-то такое. А в настоящее время такого не прогнозируется? Пока нет. И надеемся, что никогда не будем осуществлять обучение в 3 смены. Но по федеральным нормативам, насколько я помню, по-моему, в классах не должно быть более 25 детей, да? Совершенно верно, да. До 25 детей. Сейчас в классах по городу в среднем до 38-40 детей. И школы проверяются, Роспотребнадзор, предписание прокуратуры получают директора школ о том, что наполняемость превышает нормативы. Директора получают предупреждение, но, к сожалению, пока мы с этим сделать ничего не можем, поэтому очень надеемся, что вот данный механизм, о котором мы сегодня говорим, нам немного поможет в реализации. Да. Антон Анатольевич, и к вам вопрос. А есть ли вообще опыт в других регионах, может быть, в каких-то городах уже внедрен данный инфраструктурный сбор, и каковы, может быть, показатели, с какого года, может, работает? Ну, вообще, в целом история с тем, что темпы жилищного строительства опережают темпы развития социальной инфраструктуры, да, это не уникальная история для страны, да, на примере нашего города. Хоть город Якутск уникальный, но в этом случае он как бы не совсем уникальный. Есть в целом это, скажем так, ну, повестка не только города, да, это повестка в целом федеральная. Есть примеры, когда точно так же ограничивают точечную застройку путем ввода вот ограничений на выдачу разрешений на строительство там, где не обеспечена социальная инфраструктура. И наши соседи из соседних регионов также прибегали к различным механизмам, в том числе и механизмам инфраструктурного сбора. Есть примеры, где подобная практика уже реализуется. Это, например, город Омск, это город Пермь, Санкт-Петербург, Москва работает по этому принципу. В настоящий момент подобная проблема с необеспеченностью объектами социальной инфраструктуры есть в Казани, есть в Новосибирске. Также с этой проблемой столкнулись в Екатеринбурге, и много где уже механизм инфраструктурного сбора работает. Если мне память не изменяет, в том же Омске, по-моему, за прошлый год более 500 миллионов рублей было собрано для того, чтобы пустить эти средства там, на капитальный ремонт, на реконструкцию школ и создавать дополнительные ученические места. Но вообще, если говорить в целом, это же вынужденная мера, да, там, где речь идет о точечной застройке и там, где нет возможности создавать новые полноценные школы в рамках масштабных проектов. Вот вы привели пример микрорайона Звездный, да, как я уже сказал, там вот правильно посчитали, да, и правильно подошли к реализации комплексной застройки. Своя школа, притом не одна, своя поликлиника, свой детский сад на ту потребность, которую обеспечивает новый ввод жилья. И если мы говорим о вообще трендах по стране, да, в рамках жилищного строительства, сейчас, конечно, основной механизм — это так называемое КРТ, комплексное развитие территорий. Там очень активно, начиная там, с 2021 года и вот по сегодняшний день
кратно увеличиваются именно темпы ввода жилья по КРТ. В городе Якутске уже 9 договоров комплексного развития территории заключены, в том числе очень крупные, например, КРТ микрорайона Спортивный, да, там, Ленские высоты. В 53-м квартале реализуется проект КРТ. Ну, в нашем случае, конечно, они в большей степени направлены на расселение и ликвидацию аварийного ветхого жилья, но при этом в большинстве проектов также создается и социальная инфраструктура. Поэтому мы, конечно, основным механизмом развития градостроительного потенциала видим механизм КРТ, так как он позволяет и привлекать федеральные средства поддержки, да, практически все меры поддержки, которые идут по линии Минстроя России, они направлены на поддержку и реализацию проектов комплексного развития территории. Поэтому мы всех застройщиков, как говорится, приглашаем и призываем к тому, чтобы заходить на реновацию территории комплексно. Это в целом тренд по стране, и это правильный подход. Но вот там, где такой возможности нету, да, прежде всего речь вот идет о застроенных частях городов, тем более вот старых городов, а мы, напомню, все-таки нашему городу скоро 400 лет, и мы самый старый город на Дальнем Востоке, и в центральной части просто нету возможности, да, заходить на строительство новых там крупных школ, да, поэтому есть необходимость подготовки территории, снятия обременений и вот создания дополнительных мощностей путем тех же пристроев, да. И вот там, где есть возможность строительства объектов точечной застройки, да, там вот как раз нам путем инфраструктурного сбора и создания возможности, там, реконструкции школ и так далее, необходимо идти этим путем. А там, где есть возможность строить новые объекты через механизм КРТ, конечно, мы призываем и создаем условия для того, чтобы идти вот этим путем. Ну вот, наверное, как-то так. Ну вот помимо еще вот как бы школ, детских садов, ну тот же вот, допустим, микрорайон Звездный, в первую очередь там был введен ДЮСШ номер 10, да? Ну как бы верно. Ледовый каток, до этого у нас был один-единственный в центре города, да? В спортивном микрорайоне тоже это будет учтено? Ну, если мы говорим про микрорайон Спортивный, как пример КРТ, да, я уже сказал, что его основная задача — это все-таки ликвидация аварийного ветхого жилья, но элементы социальной инфраструктуры там уже реализуются. Если жилой дом строится только один сейчас, да, в микрорайоне Спортивный, там, то расселено уже 11 аварийных ветхих домов, и в этом году заканчивается строительство первого детского сада и первого спортзала. То есть элементы социальной инфраструктуры, они шагают перед жилой застройкой. И так, наверное, должно быть, да, но не везде это возможно. Кроме этого, также предусмотрены и школа на 1100 мест в микрорайоне Спортивный, поэтому там социальная инфраструктура будет обеспечена. Ну, я вот хотела бы из своего жизненного примера привести, да, вот у меня подруга живет в Санкт-Петербурге, была проездом, была у нее в гостях, и, ну, довольно-таки, он не новый квартал, да, жилой комплекс, прямо там в круг он был построен, и внутри как бы двора находится и детский сад, и школа, а с другой стороны как бы обеспечены даже поликлиникой, там социально-бытовые какие-то предприятия. Почему у нас такого не может заодно как бы? Ну вот как раз к этому мы и стремимся, да, мы же говорим об повышении уровня жизни, да, о качестве жизни, которое мы можем предложить нашим горожанам. То есть если говорить только о темпах ввода жилья, да, ну, жилье без социальной инфраструктуры, оно на самом деле, наверное, радости никому не принесет. Ну, как раз то, о чем я говорил, да, комплексное развитие территории, оно подразумевает как раз создание всех элементов в соответствии с нормами обеспеченности. И тот же самый инфраструктурный сбор, он как раз направлен на то, чтобы создавать эту инфраструктуру. Несмотря на то, что, как я уже говорил, у нас и за 5 лет, да, много объектов социальной инфраструктуры рекордными темпами было введено, и в рамках реализации нашего мастер-плана, да, в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития, мы видим, что до 30 года у нас есть четкое понимание, сколько там объектов инфраструктуры мы создадим. Да? Если говорить о школах, то это 14 школ должны построить, 12 школ должны построить, да, общей мощностью там почти 7,5 тысяч ученических мест. Детских садов 14 штук должны построить, да, там больше, чем на 2,5 тысячи мест воспитанников. Объекты
спорта, 7 объектов спорта до 30 года. ДЮСШ, вернее, ДШИ, детские школы искусств. В том числе и объекты доп. Образования и культуры. 5 объектов у нас в мастер-плане предусмотрено. Это 2 клуба, 3 объектов, значит, ДШИ, да, детской школы искусств. Это все, безусловно, с привлечением средств и федерального, в первую очередь, бюджета, и софинансированием из местного и регионального бюджета. Это мы сделаем. Но даже эти беспрецедентные меры, да, и темпы развития социальной инфраструктуры пока не догоняют темпы роста города Якутска. Именно исходя из этой потребности, из желания обеспечить достойный уровень жизни горожан, мы вынуждены вот идти таким путем. И, как показывает практика и других городов, да, это, в принципе, дает свои результаты. И еще такой вопрос, это прям мое такое любопытство. Вот комплексное развитие территории, оно включает ли в себя благоустройство, там, подъездные пути к кварталу, озеленение, потому что у нас зелень-то в центре совсем как бы мало. Да, действительно, окружная администрация проводит большую работу, и новый газон на площади Победы очень красивый, и проспект Ленина у нас высаженный, и яблони, по-моему, да. Я недалеко живу от улицы Пирогова, и действительно там озеленение проводилось, но самое главное, чтобы там и коровы у нас не съели, и люди у нас сами, горожане, не сломали, да. А вот в новых микрорайонах озеленение, вот те же тротуары, велодорожки, не знаю, детские площадки, спортивные площадки, они предусматривают? Безусловно, когда мы говорим о механизме КРТ, все элементы инфраструктуры, и социальной, и транспортной, и всех прочих, они предусматриваются в рамках реализации проекта. То есть невозможно себе представить территорию КРТ, да, комплексного развития территории, когда у нас там 1, 2, 3, 4 объект построены, да, а между ними оставили какую-то неблагоустроенную территорию. Нет, это так не работает. Под каждый проект КРТ площадью более 1 гектара разрабатывается отдельный мастер-план территории с обязательствами по его реализации от уполномоченного застройщика. В том числе и объекты инженерной инфраструктуры полностью обустраиваются, в обязательном порядке разрабатывается комплексная схема инженерного обеспечения территории. То есть все элементы инфраструктуры в рамках КРТ, они создаются комплексно. Спасибо большое. И мы затронули тему вот мастер-плана, да. Это очень здорово, что к 30-му году у нас появится очень много социальных объектов, да, как школы, детские сады. Будем надеяться, что в 2030 году действительно все пункты мастер-плана при помощи федерального центра, республиканского бюджета и бюджета местного самоуправления все объекты будут введены, и наш город преобразится в разы. Да, у нас такая задача, да, несмотря на определенные отдельные сложности, которые у нас возникают, несмотря на запреты по выдаче РНС, да, на акты прокурорского реагирования, несмотря на все это, мы общими усилиями через механизм поддержки федерального центра, через софинансирование путем того же инфраструктурного сбора, мы должны реализовать все проекты и обеспечить достойный уровень жизни для нашего населения. А вот меры наказания, например, если не исполняете, не реагировать на акты, что грозит? Мы же все с вами живем в правовом поле, есть норма закона, мы не имеем права не исполнять те полномочия, которые на нас возложены, или, скажем так, не выполнять те запреты, которые в наш адрес направлены. Поэтому наша задача придумать, как сделать так, чтобы реализовать все те задачи, которые перед нами поставлены. Ну, я надеюсь, что застройщики нашей республики поймут, и все-таки инфраструктурный сбор будет введен и принесет очень много положительных для всех горожан, да, как для нас, для благополучателей, и в первую очередь для наших детей. Это прямо мера необходимая, я бы сказала. Ну и
чуть-чуть давайте еще из опыта, может быть, ближайших, ну, приближенных к нам городов, да, Казани, Новосибирск, наверное, более-менее, Да, на да? сегодняшний день вот механизм инфраструктурного сбора в Казани, ну, в Казани сейчас он разрабатывается, в Новосибирске уже какое-то время подходят к утверждению нормативки. Ну, мы со своей стороны тоже, когда говорим о реализации инфраструктурного сбора, должны понимать, что это целая процедура утверждения нормативно-правового акта через процедуру общественных обсуждений, оценку регулирующего воздействия. Ведь наша задача ни в коем случае не создать какой-то дополнительный ограничительный инструмент. Наша задача найти ту золотую середину, по которой мы можем и стимулировать жилищное строительство, и, значит, и социальную инфраструктуру развивать в том числе. Но в том же Новосибирске вплоть до 5000 с 1 квадратного метра хотят собирать застройщиков, но мы понимаем, что тут, наверное, где-то нужно искать, вот, как я уже сказал, золотую середину, и величину этого сбора устанавливать такую, чтобы она была исполнима и направлена только на достижение результатов. Людмила Александровна, у меня еще вот такой вопрос, да, вот, ну, в средних образовательных школах, как бы по тем же нормативам федеральным, как бы должно проводиться дополнительное образование детей, да, сейчас, то есть вообще невозможно проводить дополнительное образование, или все-таки как-то выходите из положения? Ну, конечно, выходим из положения, конечно, как без дополнительного образования мы должны обеспечить, каждый ребенок должен посещать не менее, да, скольки-то кружков и занят неурочной деятельностью, поэтому, конечно, мы изыскиваем время. Это и пересменок, это и суббота у нас есть для этого. И заключаем договора о сотрудничестве, что педагоги дополнительного образования занимаются у нас. Но для этого у нас созданы условия. Есть танцевальный зал, есть актовый зал. Тренировки проходят у нас по вечерам. Опять же, норматив не позднее 8 часов заканчивать тоже мы выполняем. Поэтому как бы спортивные секции и спортивные площадки на улице пока ребята в футбол до сих пор играют. Ну, как бы погода пока погода позволяет, они до сих пор у нас играют в открытых спортивных площадках. Поэтому, конечно, мы создаем условия для реализации программ дополнительного образования в неурочной деятельности. Ну, то есть несмотря на переполненность школ, ребенок должен развиваться полноценно. Ну, будем надеяться, что нам этого всего хватит, и в 2030 году, по крайней мере, хоть какая-то разгрузка у нас будет. И мне бы хотелось закончить на позитиве. И давайте еще раз мы скажем нашим телезрителям и радиослушателям: в городе Якутске по мастер-плану до 2030 года сколько у нас будет школ? По нашему стратегическому документу развития мы не менее 12 школ построим до 30 года и 14 детских садов. Спасибо большое за то, что уделили время.